Летняя трудовая кампания вышла на финишную прямую. Подключились к ней все муниципалитеты. Традиционный фронт занятости – благоустройство территорий вокруг школ или общественных мест. То самое непрерывное трудовое воспитание, о котором сегодня так много говорят. И приятный бонус для юных трудящихся – первая зарплата. Виктория Палкина продолжит. Визинга зазеленела руками местных школьников. Трудовой лагерь взял на себя все цветники в райцентре. Сами сажают, сами контролируют свои клумбы. Так здесь подростков учат работать и ценить свой и чужой труд. Устают сильно, потому что необычный вид деятельности для них после телефонов и гаджетов, но работают с удовольствием, очень интересно работают и плодотворно, их делают такой объем, я даже удивляюсь. То есть молодцы, как взрослые работают, хотя это 8 класс. 4 смены, каждая длится 10 дней. 2 часа работы с перерывом на отдых. Двухразовое бесплатное питание, еще увлекательные занятия. Такое оно, трудовое лето, у школьников из Визинги. Только здесь трудоустроили 250 подростков. Такая же статистика и в соседнем Прилузском районе. Мы уже который год проводим также активно с нашими работодателями работу в том плане, чтобы они брали к себе, то есть это не бюджетные уже места, и из года в год, в общем-то, количество наших работодателей, которые занимаются трудовой адаптацией подростков, оно увеличивается. В чем плюс? В том, что там заработная плата повыше. Летняя трудовая кампания для подростков начинается с 1 июня. Только этим летом трудоустроили порядка 8 тысяч школьников. Все контролируется совместно Минтрудом, с Государственной инспекцией труда, также правоохранительные органы проверяют, соответственно, безопасные условия труда. Нареканий пока отрицательных отзывов не поступало, данную ситуацию держим на контроле. Помимо заработной платы, подросткам, трудоустроенным по направлению от Центра занятости, доплачивают материальную поддержку. И все же приходят в трудовые лагеря не только за этим. Дружба, опыт и то самое общение, которого на каникулах многим не хватает. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган.